Сегодня в театре имени Галяскара Камала прошел первый виртуальный сбор труппы и руководства перед выходом коллектива в отпуск. Свыше 100 человек смогли пообщаться на Zoom-платформе и подвести итоги 114-го сезона. Таким образом обсудили и перспективы. Например, театр уже готов будет работать на зрителя в преддверии Дня Республики и Дня города. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Более 100 респондентов, а это актеры театра имени Камала, сегодня общаются с главным режиссером и директором, находясь у себя дома. Впрочем, это не первый опыт подобного толка. Церемония награждения театральной премии «Тантана» проходила в онлайн-режиме, так что ко всему нужно привыкать. В новом формате, похоже, уверенно чувствовали себя и артисты, которые вышли на связь и просто не могли наговориться друг с другом. Обсудили ушедший сезон и то, что было упущено во время карантина. Собрались представители всех поколений камаловской школы. Кто-то был на удаленке, кто-то в помещении, откуда не хотелось уходить. Большое хочу выразить благодарность вам за то, что вы не нарушали карантин. И вот эти 2 месяца мы смогли выдержать. Отчеты и цифры, количество показов, а, как известно, просмотры золотой классики Камаловского просто зашкаливали, когда все культурно-массовые точки замерли на неопределенный срок и по сей день. В театре репетиций нет, есть работа лишь производственных цехов. Сейчас особо сильно работает бутафорский цех, столярный цех, декоративный цех, и им помогают монтировщики, мебельщики. Знакомые атрибуты – это персонажи, уже не идущие драму «Турандот». Это детали любого театра, где присутствует атрибутика быта и кухни. Колбаска почти как настоящая. Мука у нас в больших количествах используется для того, чтобы готовить хлеба бутафорские. Да, то есть вот заготовки для хлебушка. Это будет деревенский хлеб. Потом еще сложный процесс, надо будет его тут отмеивать, все тут шпаклевать, грунтовать и все-все. После выхода на работу возвращение на сцену несостоявшейся премьеры должно быть выполнено. Здесь надеются, что и перед горожанами в честь Дня Республики артисты вновь выйдут на поклон к зрителю. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир».